Не знаю, сколько мы там прожили, но помню, как нас выселили с этого села. Это было днем, все было видно, автобус, 5-6, может быть больше человек. Милиция с дубинками, помню. Там скандал, заволакивали мать прям в автобус. Взрослых мы, испугавшись, забежали в дом, сидели тихо, не шевелились. Но когда уже доходила очередь до нас, что нужно забирать, мы в окно текали. Я помню, меня в форточку брат вытягивал, даже вот коленочки поцарапал. Ну, шумно, конечно, было. Ну, прямо на площади ЖД вокзала, прямо на траве мы расстелили тушейки и ночевали. Я помню, меня водили в общую баню, и сестры болели. Честно говоря, я эту фотографию увидел, когда уже работал на телевидении выездным оператором. Мы к одному писателю зашли для того, чтобы поснимать о творчестве. И когда я навел объектив на книгу, открыл и увидел там эту фотографию и себя увидел. Я сам был в шоке. И этому писателю говорю: как так, откуда вы взяли эту фотографию? И он мне начал рассказывать, что у знакомых писателей, поэтов он взял эту фотографию для того, чтобы описать эти действия. Ну, я привез, естественно, показал сестре, брату. Вот. И немножко им расшевелил воспоминания. Говорю, откуда она может быть, эта фотография. А потом они мне сказали, что нас там фотографировали. В тот момент, когда мы ночевали на площади вокзала, местные жители организовали какой-то митинг, чтобы нас вернули снова в Крым. Вот, и это было 14 августа 1974 года. Вот. Нас после этого загрузили в транспорт и отвезли снова в Крым. Она очень устремленный была человек, никогда не жалела о том, что делает. Всегда говорила: никогда не вешайте нос, не опускайте руки, учитесь. Вроде бы как вернулись на родину, но адаптироваться было тяжело, потому что по своей профессии она уже не работала, ей приходилось выходить в жару в поле, зарплата низкая очень. Приходилось моим старшим сестрам и брату часто помогать матери в поле, на винограднике, там цапали, на уборке работали. Я вот сам помню, как мы бегали, подвязывали виноград вот в жару. Ну, для того, чтобы мать хотя бы немножко больше получала денег, чтобы покупать нам еду и одежду.
Зейнеп, она 75-го года рождения, ей было 17. Вот. И осенью мы поженились. В нашем селе чисто крымских свадеб, крымско-татарских свадеб не было. Мы не видели такого. Лично я никогда при молодости не был на крымско-татарской свадьбе, чтобы в национальных костюмах, никях. Я этого не помню и не видел. У меня было трудное детство. Несмотря ни на что, мы вернулись в Крым, и я рад, что мои дети и внуки имеют возможность жить на родине.